Коронавирус внес серьезные изменения в рынок труда. Сфера услуг, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, а также развлекательная индустрия уже вошли в категорию наиболее уязвимых. Между тем, по данным Росстата, в марте этого года численность безработных в России составила 4,7%. Это около 3,5 миллиона человек. Насколько сильно изменится этот показатель после пандемии? Как долго будет восстанавливаться российский рынок труда? Узнаем у основателя HR-компании Jungle Jobs и HR-робота с искусственным интеллектом Евгении Дворской. Евгения, здравствуйте. Сейчас рынок труда чутко реагирует на малейшие изменения в обществе, политике и экономике. И уже с середины марта многие аналитики заметили такое некое перераспределение предложения и спроса среди профессий. Каким образом сейчас обстоят дела на рынке труда и как трансформировалась в целом рыночная система? Айсена, здравствуйте. Что касается рынка труда, то я вижу такое впервые за последние, наверное, лет 20, когда в такой короткий срок, так быстро, так радикально пришлось меняться огромному количеству людей, трансформироваться. Ну, то есть буквально за месяц внеслись коррективы практически в каждый бизнес, не то чтобы в нашей стране, но в общем-то, на земном шаре. Если говорить про Россию, если говорить про то, как все поменялось, практически все офисные сотрудники ушли в онлайн. Это значит, что каждый работает из дома, что те, кто говорил о том, что могут работать только в офисе, научились работать дома. Те, кто работал из дома, в общем-то, у них не сильно что-то поменялось в жизни. Но действительно, я помню, что в середине марта огромным запросом пользовались любые инструменты, в том числе психологические, технологические, административные, я имею в виду инструменты контроля, для офисных сотрудников, которые перешли работать домой. То есть это прямо огромный блок людей, которые поменяли вот просто все. Мы с вами сейчас, собственно, разговариваем из дома. Второй момент. Все, что касается курьеров, все, что касается продавцов, то есть здесь большое количество людей ушли в это направление. Таксисты тоже стали курьерами в какой-то момент. То есть все, что касается офисных сотрудников, это дом. Все, что касается людей на линейных позициях, это все больше курьерские истории. И третий момент – это все, что касается IT-специалистов. У них сейчас горячая пора, потому что все понимают важность перевода в онлайн своих процессов. Вот, наверное, три основных тренда. Какие профессии сохранят свои позиции уже после пандемии и какие уйдут в закат, ваше мнение? Основываясь на том, что какое огромное количество сейчас предположений, вот предполагать, что будет еще через 2 месяца, сложно, но все-таки попробую. Я думаю, что останутся совершенно точно все, что связано с IT-специалистами. Это люди, которые будут востребованы, у них будет работа, их будут загружать, их будут нанимать, за них будут бороться. Но опять же, здесь очень важно, что это должны быть, уровень и качество этих специалистов, оно должно, в общем-то, расти, но я боюсь, что оно будет потихонечку падать, как раз из-за повышенного спроса. Это первое. Второе. Я думаю, что и наше государство, и другие страны начнут более тщательно смотреть в сторону медиков. Все, что связано с биохимическими, биологическими разработками. Я думаю, что надеюсь, что все-таки наукоемкие отрасли будут развиваться, потому что любое IT, оно должно стать такой оболочкой над теми исследованиями, которыми изначально занимается наука. Все, что касается массовых профессий, я не думаю, что что-то поменяется. И все, что касается продавцов, таксистов, курьеров, пока, по крайней мере, в ближайшие 3-5 лет, я думаю, что автоматизация туда пока не придет. Но, на мой взгляд, сейчас очень, если можно в рамках какого-то совета, все те, кто в пандемию оказался без работы, вот сейчас очень важно этим людям задуматься, что еще они могут сделать. Потому что пандемия очень хорошо показала, что отсекается в какой-то момент, и очень важно этим людям задуматься сейчас, по крайней мере. Им стоит полагаться на свои какие-то профессиональные качества и компетенции? Вы знаете, сейчас очень развит так называемый EdTech, Education Technologies, да, то есть все, что касается с образованием, причем с дополнительным образованием.
Сейчас за несколько месяцев можно получить новую профессию. Сейчас можно получить профессию в Инстаграме, где угодно. То, что совершенно точно будет востребовано и то, чему можно попробовать поучиться, плюс к тому, что человек, например, умеет фотографировать, можно поучиться продвижению в интернете каких-нибудь страничек, либо элементарному собиранию сайтов. Это не так сложно, это дешево в обучении, но это в любом случае принесет человеку минимальный доход, на который он сможет жить в случае чего. А то, как трансформируются профессии, буквально недавно меня спросили, как быть фотографу. Вы знаете, я видела курсы тех, кто учит фотографировать через интернет. То есть я беру в руки телефон, а вы мне рассказываете, как вообще ракурс навести, как кнопку нажимать. Это очень здорово, и я считаю, что это очень крутое изменение профессии. Ну вот когда люди пошли в то, чтобы что-то менять, и действительно, я думаю, что в эту сторону очень интересные какие-то вещи после пандемии останутся. Пандемия позволила пересмотреть нам вообще отношение к труду, как отношение работодателя, так и отношение самих сотрудников. И мы сейчас видим ситуацию, те работники, которые сидят на дистанционной работе, они, в принципе, справляются со своими обязанностями. Некоторые даже утверждают, что загруженности у них стало больше и производительность у них выросла. Означает ли это, что некоторым образом завершается эпоха больших офисов? Вопрос прекрасный, спасибо за него. Я вам могу сказать, что все мое окружение в соцсетях профессиональное просто спорят на эту тему. Одни говорят, что совершенно точно все, мы видим закат офисных больших помещений, как вы говорите, другие говорят, что нет, третьи остаются посередине и говорят, что победят коворкинги. Что я вижу и что я думаю? Ну, эмоционально я очень люблю работать в офисах, и я бы очень не хотела, чтобы офисы исчезли из нашей жизни. Это первое. Второе. Я думаю, что таких людей, как я, их есть какое-то количество, поэтому в любом случае мы выйдем уставшими, и мы захотим видеть людей, мы захотим с ними общаться. Я думаю, что какая-то часть, даже больше, процентов от 60 до 80 вернутся в офисы. Но будут те, кто поймут, что на этом можно экономить на офисных площадях, потому что это, как правило, большая статья затрат у бизнеса. Будут те, кто действительно пойдут в коворкинги. Что это значит? Что можно, например, снять переговорку там в 5 разных точках Москвы и просто назначать какие-то собрания там и работать из дома. То есть я думаю, что какой-то, отвечая на ваш вопрос, процент какой-то офисных помещений, он потеряет своих гостей, там, не знаю, тех, кто у него их снимает, но я думаю, что все-таки не настолько это, то есть вот без критичности, да, то есть где-то посередине все это останется. Соискательская активность как в регионах, так и в крупных городах России, она существенно сократилась. Каким образом будут восстанавливаться работодатели, каким образом будет восстанавливаться вообще рынок труда в целом? Неизвестно, вот если коротко, неизвестно, но то, что можно сейчас предположить и увидеть, что будет какое-то количество людей, которые действительно, мы с этого с вами начали разговор, либо их сократят, несмотря на законодательный запрет, либо бизнес, в котором они работали, там прекратит существование, либо они, ну, то есть они вынуждены будут выйти на рынок. И дальше мы будем смотреть, я думаю, что в течение там 3-6 месяцев это все будет происходить, как вот предположительно. Дальше мы будем смотреть, как ведут себя работодатели, как развивается бизнес, какие отрасли пошли вверх. Ну вот я перечислила, что это совершенно точно там продуктовые ритейлеры крупные, это все, что касается IT-компаний, все, что касается компаний, которые быстро перестроились. И здесь вопрос, готовы ли они будут полностью принять вот весь тот персонал, который окажется после пандемии на рынке труда. Я здесь оптимистично настроена. Дело в том, что в нашей стране, в принципе, нехватка рабочей силы, исходя из ямы рождаемости в 90-х, которая была, то есть у нас действительно не хватает ребят, сотрудников молодых, которые будут что-то делать. Сейчас я думаю, что рынок выровняется как раз в этом вопросе. И я не думаю, что будет какая-то безумная безработица, потому что в России ее практически нет. Мы не Европа, давайте начнем с этого. Да? Там в Европе эта проблема будет сильнее. У нас просто люди должны будут перестроиться, и это не будет очень комфортно, но работа будет.
Поэтому вот я думаю, что будем смотреть в ближайшие 3-6 месяцев на всю эту историю. Последний, наверное, такой вопрос, даже скорее не вопрос, а рекомендация. Вот что вы можете посоветовать молодым ребятам, которые потеряли работу, которые только получили образование, начинали свою карьеру, но вот из-за пандемии все у них оборвалось, и лестница у них завершилась сразу на первой ступеньке. И, наверное, в сложной ситуации оказались люди, которые уже долгое время работали, но они не смогли найти новых решений и сбавили свои позиции. И, естественно, работодатель на них тоже уже смотрит, и они под вопросом. Вот как быть им в этой ситуации? Удаленная работа показывает, как ты работаешь в принципе. Поэтому если вы тот человек, которого, например, сейчас как-то сократили, уволили, либо вот что-то вы оказались на рынке труда, то не переживайте, во-первых, там скоро окажутся те, кто не смог хорошо работать на удаленке, потому что когда ты работаешь на удаленке, у тебя стоит задача, результат, ты же не можешь это как-то замаскировать. Поэтому появятся новые рабочие места и будут в любом случае брать более эффективных людей. Это первое. Второе, если вы молодой специалист, слушайте, но когда у вас только все начинается, вам нужно сейчас просто не нервничать и посмотреть на эти возможности, которые открываются перед вами. И действительно очень много сейчас возможностей учиться. И очень много возможностей бесплатно учиться, получать дополнительные курсы. Как кто-то когда-то сказал, у вас сейчас есть возможность получить работу вашей мечты. Пойдите бесплатно работать помощником, я не знаю, какого-нибудь прекрасного человека, от которого вы в восторге. Если вам нужны деньги, совершенно точно сейчас есть многовременные работы курьерами, продавцами, которыми можно воспользоваться. То есть у вас сейчас есть возможность, когда весь мир замер, как раз реализовать свои, наверное, желания и мечты и получить что-то новое, новый опыт. И мне кажется, что действительно уникальное время, в котором вы оказались.